Древнее Уйгурское царство Пулай. Здесь плывет туман, скрывая все вокруг. Тускло, мгла, ни единого клочка земли не видно в бессмертных лесах. На сотни километров простирается древнее бронза озера, словно тысячи лет закалалась она в горнило. Холод не сковывает, время не множит, стужа и зной, и небо. Все ей нипочем, она не ведет хвора. Это стихотворение написал поэт эпохи Цин Ши Чунлинь. Когда в годы правления Цзацин он был отстранен от должности и сослан в Уйгурский край. Стихи были написаны, когда он проезжал через Баркол. Хотя в его стихах это место уже названо Баркол, тысячелетия не смогли стереть память о царстве Пулай, что некогда правило здесь на конях. Поэтому это стихотворение названо «Озеро Пулай». Однако, что же такое Пулай? Какой исторический код скрывается за революцией названия от озера Пулай – Баркол? В истории государство Пулай получило название от озера Пулай, или же озеро Пулай изначально названо в честь царства Пулай. Согласно историческим хроникам, перевод слова «Пулай» вероятно впервые встречается в Хан Шу, главе «Повествования о западном крае». Там говорится: в государстве Пулай резиденция правителя находится к западу от Небесных гор, близ озера Пулай, расстояние до Чиньян, более 4000 километров, дворов 325, население 2032 человека, войска 799 человек. В государстве есть сановники Гахоу, Цзо и Юдзену, Цзо и Юдвей, по одному человеку, на юго-запад доставки наместника до Хуфу почти 1000 километров. Основная версия гласит, что государство Пулай получило название от озера Пулай, но не объясняет значение слова «Пулай». Некоторые ученые полагают, что оно первоначально происходило из языка хунну и означало «озорная вода». Записанное в Хан Шу «Пулай», возможно, является транслитерацией с языка хунну. Эта версия имеет определенную логическую обоснованность, поскольку хунну раньше китайцев вошли в контакт с государствами западного Уйгурского края. Из этого можно предположить, что язык хунну, как связующее звено, мог в значительной степени влиять на произношение, когда историки династии Хан записывали названия государств западного Уйгурского края. Однако эта версия, из-за растворения самого народа хунну, их языка и культуры в потомках уйгурах, ныне трудно проверяема и не имеет достаточных доказательств. Другие ученые считают, что «Пулай» могло означать «волк». Изначально это слово происходило из языка Усуни. Хроники V века упоминают третьего императора Северной Вэй, Тобата, его детское имя было Фола. В языке Синьби, относящемся к алтайской языковой семье, это слово означало «волк». Кроме того, согласно Хан Шу, усунский малый Куньми по имени Уцуту Ума, его сын Фули наследовал престол, но был убит Джади Эром. Анский посланник поставил сына Фули малым Куньми. Кроме того, в китайских хрониках пещеру предков уйгуров называют «пещерой Фули». Например, в хронике Шучья-Бэйша в первом веке до нашей эры Царопей, цитируя Джинлунь, говоря о временах династии Хан императора Уджи, упоминает: использовать флаг из кожи мифической рыбы, восхищаться пещерой Фули. Упомянутое здесь имя Фули в древнеуйгурском языке, также относящийся к алтайской семье, имеет значение «волк». Здесь Фули противопоставляется рыбе и имеет значение «племя», «ставка племени». В хронике Чжора-Шу, VI век, в главе о тюрках пишется: на вершине знамени Цеда у них пучок конского волоса, и они выдружали золотую голову волка. Ниже сказано, говорят, что тюрки произошли от волка. А произношение «фулой» в древнекитайском языке близко к «фули». В настоящее время большинство ученых считает, что государство Пулай было основано частью Усуни, позже мигрировавших на запад. Если эта точка зрения верна, то это подтверждает, что изначально название
Пулай происходит из уссунского слова «волк». Когда уйгурский каганат занял эту землю, уйгуры дали ей название Баркол, что в переводе с уйгурского означает «тигриное озеро». Но неизменным остается то, что начиная с ожесточенной борьбы за западный край между хан и хунну до нашей эры, название государства Пулай и озера Пулай начало снова и снова записываться в хрониках обеих династий хан. Отсюда видна важность этого стратегического места. Государство Пулай, как и древние уйгурские государства Гушу и Лоролин, было вовлечены в войну империи хан и хунну, пока окончательно не стало частью уйгурского каганата, а после его распада — уйгурскими государствами Гарчан, Турфан и Коча.